Более 4 миллионов россиян не смогут покинуть страну из-за долгов. За год таких граждан стало больше примерно на 700 тысяч. На начало ноября прошлого года покинуть страну из-за долгов не могли 3,5 миллиона россиян. По данным Федеральной службы судебных приставов, за первые 10 месяцев 2020 года было вынесено 7,5 миллионов постановлений о временном ограничении права на выезд из страны. Приставы могут ограничить человека в выезде из России при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности от 10 тысяч. В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому пользователи портала госуслуг получат возможность в автоматическом режиме получать извещения в случае возбуждения исполнительного производства. Банки, в которых хранятся страховые взносы по накопительной части пенсии, не должны иметь просроченных долгов по депозитам. Речь идет о вкладах, которые были открыты за счет страховых взносов или резерва пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Соответствующее постановление приняло правительство, документ уже вступил в силу. Накопительная часть пенсии уже неоднократно становилась предметом дискуссий. Федерация независимых профсоюзов России обратилась к премьеру Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии. Дело в том, что после выхода на пенсию при средней продолжительности жизни 72 года люди живут 12-15 лет, но со следующего года срок выплаты накопительной пенсии будет увеличен с 19 до 22 лет. Этот факт сам по себе снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и делает никчемной накопительную пенсию. Более 12 миллионов россиян уволили во время пандемии коронавируса в нашей стране. В общей сложности с 1 апреля по 1 декабря текущего года работы лишились 12 миллионов 160 тысяч жителей страны. По данным правительства, в этот же период принято на работу 12 миллионов 230 тысяч человек. На начало декабря численность безработных в России, состоящих на учете в службе занятости, составляет 3 миллиона 144 тысячи человек. Предполагается увольнение 119,5 тысяч россиян. В отпуск без сохранения зарплаты отправлены 75 тысяч человек. В простое находится 232 тысячи работников. Неполный день работают 338 тысяч. В связи с этим предложено продлить действие временных правил предоставления работодателям информации об увольнении и расторжении договоров с работниками до 31 марта следующего года. Минздрав России зарегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Она составила 1942 рубля за 2 компонента. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Для населения прививку обеспечат бесплатно, заверили ранее в Минздраве. Также ранее сообщалось, что на зарубежных рынках 2 компонента вакцины будут стоить менее $20. В нашей стране вакцина «Спутник Ви», как и вторая зарегистрированная вакцина от COVID-19 «Эпивак Корона», была включена в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. А это означает, что отпускная цена на препарат рассчитывается производителем по особой, утвержденной государством методике, регистрируется и в дальнейшем подлежит строжайшему контролю. Спортивно-оздоровительные организации получили государственную помощь в размере 1,5 миллиарда рублей в рамках поддержки отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор Департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергей Смирницкий. По его словам, в рамках этой помощи 25 тысяч организаций получили отсрочки по налоговым платежам, 35,5 тысяч получили безвозвратные кредиты. Смирницкий напомнил, что фитнес-индустрия играет важную роль в реализации стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденный в конце ноября текущего года правительством России. Еще в апреле Национальное фитнес-сообщество направило обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором оценивало размер государственной помощи фитнес-отрасли в 40 миллиардов рублей. Это, по мнению ассоциации, позволило бы сохранить 90% рабочих мест и обеспечить в итоге совокупный объем поступлений в консолидированный бюджет России 95 миллиардов рублей, что почти в 2,5 раза покрывало бы объем запрашиваемых средств.